Это актуальное интервью в студии Петр Васильев. Здравствуйте. Благоустройство столицы, в том числе и дорожный ремонт, остаются одними из актуальнейших задач, которые стоят сегодня перед руководством города. В рамках сегодняшней программы гость студии Егор Алексеев, заместитель начальника Департамента дорожной инфраструктуры и транспорта города Якутска. Егор Алексеевич, здравствуйте. Добрый день. Давайте для начала вот о чем. Жители в этом году отмечают, что гораздо раньше начался ремонт ямочной и дорожной инфраструктуры в нашем городе, за счет чего удалось усилить работу. Вкратце я расскажу о департаменте. Наш департамент образован сравнительно недавно, в прошлом году. Основной подведомственной организацией является муниципальное казенное учреждение «Городская дорожно-транспортная служба». В наши задачи входит организация дорожных работ в отношении автомобильных дорог местного значения, организация транспортных перевозок общественным транспортом, а также обеспечение безопасности дорожного движения. Основной задачей является текущее содержание уличной дорожной сети, в частности, и ямочный ремонт. В прошлые годы мы привлекали к ямочному ремонту одну-две подрядные организации. В текущем году мы изменили подход и привлекли большее количество подрядных организаций. Это позволило одновременно проводить работы на нескольких участках и, соответственно, ускорить проведение ямочного ремонта. Ну вот если мы сегодня с вами говорим о ямочном ремонте, до конца сезона остается совсем немного времени, там дожди, снег и так далее. Вот за этот короткий период сколько еще улиц и какие улицы планируется охватить ямочным ремонтом? Хочу отметить, что на сегодняшний день большая часть объема у нас ямочного ремонта уже выполнена. В первую очередь работы у нас будут продолжены на участках дорог, прилегающих к социальным объектам, такие как детские сады, образовательные учреждения, объекты здравоохранения, а также участки дорог с наиболее интенсивным движением. Ну вот если брать, что называется, адресно, где уже успели завершить? Ямочный ремонт у нас практически на всех центральных улицах города проведен, также практически на всех периферийных улицах. Сейчас просто повторно у нас уже будут проводиться эти мероприятия. Если говорить о большем объеме работы, капитальном ремонте существующих улиц, какие планы на этот год, что удалось сделать или где работы, допустим, уже продолжены? Организация дорожных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту у нас осуществляется в соответствии с планом дорожных работ. Данный план у нас реализуется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». В данный план включены объекты, которые будут охвачены ремонтом в ближайшую пятилетку. Что касается текущего года, то в этом году у нас планируется принять 8 объектов. Это такие объекты, как Сергеляское шоссе, Лизы Чайкиной и ряд других улиц. Также, помимо вводимых объектов, у нас продолжаются работы по другим объектам. Наиболее значимые из них это Хабарова, 50 лет Советской армии, Дежнева. То есть у нас работы в этой части продолжаются и активно идет работа. А как вообще планируется, учитывается то, на каких улицах будет проводиться капитальный ремонт? Учитывается при этом ли обращение, мнение водителей, жителей республики, столицы республики? Так, в целях определения соответствия автомобильных дорог регламентам у нас проводится ежегодная инструментальная диагностика. В рамках инструментальной диагностики у нас оценивается состояние дорожного полотна, выявляются дефекты соответствующими замерами. И прежде всего для включения в план дорожных работ особое внимание уделяется результатам инструментальной диагностики. Что касается обращений граждан, они
учитываются прежде всего, потому что у нас дефекты улично-дорожной сети всегда на поверхности, и в первую очередь на них обращают граждане. Поэтому мнение граждан у нас в первую очередь учитывается. Это вот я почему спросил, вы говорите о ремонте на улице Лизы Чайкиной, тот же Залог рядом, там, где новые микрорайоны, там, ну, простите за выражение, каша после того, как там и большегрузы, и вывозили строительный мусор. Ну, вот в этом плане как-то вот работа как построены? Если вот, ну, условный гражданин обращается, сделайте мне, пожалуйста, где-то в Залоге дорогу. Ну, я понимаю, да, что условно Лиза Чайкина и Залог, там из-за большого трафика есть срочность ремонта работ. Тогда вот те, вот, которые по обращениям, они уже сдвигаются, что называется, на поздний срок. Правильно? Ну, зависит от количества благополучателей. То есть у нас, если, например, по улице курсирует общественный транспорт, интенсивное движение, они, конечно, в приоритете будут, такие улицы. Понятно теперь. А если говорить об уборке уличной дорожной сети, тут тоже как организована работа, какие улицы в приоритете, есть ли вообще понятие приоритета в рамках уборки? В число основных задач нашего департамента входит текущее содержание уличной дорожной сети, как я отметил, в том числе и уборка автомобильных дорог. Протяженность всех автомобильных дорог города Якутска составляет порядка 600 километров. Из них половина – это дороги с твердым покрытием, соответственно, половина дорог с грунтовым покрытием. Прежде всего у нас загрязняются дороги наиболее загруженные, с интенсивным движением, а также дороги, которые прилегают к частному сектору, где у нас преобладает грунтовые дороги. То есть, прежде всего, уборка у нас в приоритете именно этих улиц. Ну вот ряд жителей отмечает, что этим летом в городе стало заметно меньше пыли на дорогах. Ну, мы не берем сейчас ту же самую улицу Аюнского и ближайшие к ней, потому что там идет активные ремонтные работы. За счет каких мероприятий удалось добиться такого результата? Как обеспыливаете улицы? Основная причина – это то, что в прошлый зимний период было использовано меньше песка для отсыпки дорог. Вторая причина – это, конечно же, проводимые мероприятия по содержанию уличной дорожной сети, в том числе и мероприятия по обеспыливанию. Данные мероприятия у нас проводятся, соответственно, подрядными организациями, которые проводят капитальный ремонт, строительство, реконструкцию автомобильных дорог на территории города. А чем посыпали прошлой зимой? Гравийной? Прошлой зимой мы просто уменьшили количество используемого песка. Продолжается работа в городе и по повышению безопасности дорожного движения. Какие здесь направления и мероприятия реализованы уже в этом году? В текущем году мы определили объекты, на которых будут проведены первоочередные меры, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения. Так, в ближайшее время будут начаты работы по обустройству светофорных объектов, переносу светофорных объектов, а также обустройству искусственных дорожных неровностей с установкой соответствующих дорожных знаков. Ну, кстати, лично тебя могу заметить, что стали активно красить пешеходные полосы пешеходного перехода. Буквально каждые 1,5 недели, по крайней мере, по центральным улицам активно обновляют разметку. К слову о дорогах, еще одно важное направление вашей работы – это организация общественного транспорта, перевозок. Планируется ли обновление автобусного парка? Потому что новые автобусы себя очень хорошо зарекомендовали среди жителей. Да, действительно, автобусы у нас зарекомендовали только с положительной стороны. В прошлом году при поддержке Министерства транспорта, руководства республики и окружной администрации было приобретено 50 новых автобусов для частных перевозчиков. В этом году планируется также приобретение 30 автобусов. В настоящий момент 19 автобусов уже, в принципе, мы ожидаем, что они до наступления холодов к нам прибудут, и мы надеемся, что они побыстрее
На линию выйдут. На линию выйдут, да. Ну, хотелось бы уже, чтобы до холодов вообще в ближайшей перспективе мы избавились от наших старых пазиков и их прочих коллег и перешли уже на новые современные комфортабельные автобусы. В завершении хотелось бы поговорить о том, как организовано взаимодействие с жителями, куда жаловаться, где оставлять свои отзывы и предложения по поводу состояния дорог, работы общественного транспорта. Наш департамент расположен по проспекту Михаила Николаева, дом 11. Каждый житель может обратиться к нам. Кроме того, у нас есть телеграм-канал про дороги, который функционирует с прошлого года. Также каждый житель может обратиться на горячую линию по номеру 300-900. Мгм. Или в тех же социальных сетях оставить. Естественно, да, мы мониторим социальные сети, на все обращения пытаемся своевременно отвечать. Игорь Алексеевич, ну что ж, я уверен, что до конца текущего сезона все намеченные планы будут выполнены. Благодарю вас за интересную беседу. Спасибо, что пришли к нам в студию и ответили на наши вопросы. Спасибо. Вы смотрели «Актуальное интервью». До встречи.